Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. Сегодня в программе. Необходимо сохранить память о защитниках Кавказа. Президент провел совещание по вопросам перезахоронения останков советских солдат. Завершится ли ремонт к юбилею? В здании АГУ идут восстановительные работы. Президент Рауль Хаджимба провел совещание, посвященное вопросу перезахоронения останков воинов советской армии, погибших в битве за Кавказ во время Великой Отечественной войны. В ходе совещания было принято решение создать рабочую группу, которая определит план необходимых мероприятий. Подробности в материале Налы Кови. Как было установлено, среди останков, найденных на Псху, были и двое наших соотечественников – Варлам Куция и Ахмед Ажеба. Участники экспедиции «Горная Абхазия» совместно с научным сотрудником АБИГИ Николаем Медвенским отправили запрос на имя президента с просьбой обратить внимание на столь важную находку. Рауль Хаджимба незамедлительно отреагировал, собрав рабочее совещание. Какие-то действия должны быть совершены нашими властями для того, чтобы придать этому месту совершенно другой вид, осуществить перезахоронение. И память об этих людях должна быть сохранена для нынешнего поколения, для будущих поколений. Я не сомневаюсь, что это необходимое действие, которое должны мы с вами совершить. Напомним, что останки 32 солдат 66-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии 6-й армии Закавказского фронта пролежали на Псху более 70 лет. За это время они не раз подвергались действиям мародеров, о чем свидетельствует отсутствие какого-либо воинского снаряжения и вооружения. Это ничего не по-человечески, это не по-божески, так не должно быть, чтобы те, кто отдал жизнь за Родину, без каких-то громких пафосных слов, вот так вот 74 года лежат неупокоенные. Конечно же, в связи с этим возникла такая идея обратиться к властям для того, чтобы летом нынешнего года, как только уже будут тропы проходимы, снег сойдет, организовать туда экспедицию, которая соберет все эти кости, спустит вниз в село Псху Сухумского района. На совещании было предложено провести захоронение останков на братской могиле со всеми подобающими почестями. Там же на Псху, недалеко от самого перевала. Однако не все участники встречи поддержали эту идею, подчеркнув необходимость провести идентификацию останков перед тем, как они будут преданы земле. Нюансов очень много, но мы должны перед собой поставить цель. Предать земле – это в последнюю очередь. Эти останки надо, естественно, эксгумировать и их хранить. По возможности, если сможем мы их идентифицировать, а сейчас нынешняя техника и лаборатории, тем более центр судебно-медицинский в городе Москве имеет возможность идентифицировать все, ростовский центр, там лаборатории военные в том числе, они могут идентифицировать все. Давайте сделаем, коль это наш долг, коль это наша память, давайте сделаем все как по-человечески, до того, как возможно все это мы отдифференцируем все, установим, кто есть кто, именно останки чьи, вот эти, или эти, или эти. Рауль Хаджимба обратил внимание присутствующих на то, что идентификация останков – это достаточно трудоемкий процесс, который займет длительное время. И учитывая, сколько лет останки пролежали на перевале, то найти родственников бойцов будет крайне сложно. Мнение президента разделили и эксперты. Сейчас их заново, хранить потом заново, то есть перепад температуры, условия вентиляции всего остального нарушено, он еще больше нарушится. Когда мы очень легко материал, если мы захотим потом идентифицировать, у нас возникнет еще больше проблем, чем сейчас. Поэтому давайте мы определимся, если мы будем все-таки извещать родственников об этом, у нас есть месяца 4-5 есть же у нас. Может, это время туда впитывается, если нет, то тогда уже это решено. В ходе совещания было принято решение создать рабочую группу, которая до летнего периода, когда возможно будет извлечь останки из перевала, проведет еще несколько встреч по поводу последовательности принятия дальнейших мер. Рабочую группу возглавил руководитель администрации президента Даур Аршба. Все эти вопросы отрегулируем, поэтому в целом мы определили, что надо все это привести в соответствующую надлежащую форму, поэтому следует
создать рабочие группы, в рамках рабочей группы уже определять очередность мероприятий, в целом отговоры, на какие мероприятия необходимо сделать, а уже в рабочем порядке обсуждать все эти очередности, какие необходимые мероприятия проводить, первую, вторую, третью и так далее. В состав рабочей группы вошли представители Министерства здравоохранения, МЧС, СГБ страны. Вопрос идентификации останков бойцов остается пока открытым. На Алакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия на 2 февраля зарегистрировано 115 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания и 3 политические партии – Айнар, Амцахара и Народный фронт за справедливость и развитие. Регистрация инициативных групп завершается 10 февраля. Правительство Абхазии приняло постановление о продлении срока действия паспортов граждан Республики Абхазия образца 2005 года с истекшим сроком действия. В целях обеспечения условий для беспрепятственного пенсионного обеспечения граждан республики, а также свободного волеизъявления граждан на выборах депутатов парламента, Кабинет министров постановил продлить до 5 апреля 2017 года срок действия общегражданских паспортов с истекшим до указанной даты сроком действия. В Москве прошли очередные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации. В ходе встречи статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина и посла Абхазии в Российской Федерации Игоря Ахба обсуждались представляющие взаимный интерес аспекты внешней политики двух стран, региональная ситуация, а также некоторые вопросы двусторонних отношений. Практика регулярного взаимного информирования и консультаций будет продолжена. В этом году Абхазскому государственному университету исполняется 85 лет. Как известно, сейчас в нынешнем здании университета пока еще не завершен ремонт. О том, на какой стадии реконструкция и ремонтно-восстановительные работы вуза, узнавали наши корреспонденты. Репортаж Ренаты Шакая. С 2010 года в Абхазском государственном университете идут ремонтно-восстановительные работы согласно российской инвестпрограмме. За это время каждый период ремонта делился на несколько этапов. Строительно-монтажным работам приступили только в феврале 2016 года. И вот за период 2016 года по сегодняшний день, что мы наблюдаем, то есть строительно-подрядные работы практически выполнены. Хочу сказать и отметить, что строители сами по себе свой план выполнили в том объеме, который был запланирован. Всю оставшуюся работу планируют завершить в мае, но при этом остаются нерешенные вопросы. Это финансирование материально-технических ресурсов, связанных с оснащением кабинетов мебелью и оборудованием. Руководство университета надеется на государственную поддержку в этом вопросе. Если вуз получит финансовую помощь, то уже в следующем учебном году студенты смогут обучаться в новых отремонтированных корпусах. У нас сегодня практически нет средств на финансирование материально-технических ресурсов, связанных с мебелировкой, с оборудованием и все прочее. Подробно мы изложили всю эту нашу проблему перед Кабинетом министров. И Кабинет министров практически пообещал, что этот вопрос, благодаря или местному бюджету, или будут просить они в Российской Федерации, что эту проблему тоже снимут. В АГУ учатся более 2000 студентов из всех районов и городов страны. При этом существенная их часть, не имея возможности оставаться в столице, ездит на учебу каждый день из районов. В зимнее время с ухудшением метеоусловий учащимся не просто добираться до своего альма-матера. В российскую инвестиционную программу по реконструкции Государственного университета входит и ремонт одного из корпусов общежития для студентов. Этот корпус расположен недалеко от вуза. Открытие общежития в скором будущем облегчит жизнь студентам. Отремонтированный корпус рассчитан на 250 мест. А вот что касается библиотеки АГУ, то она откроет свои двери для студентов уже в марте. Сегодня библиотека соответствует всем современным стандартам. Будет просторно, во-вторых, я говорю, будет кондиционирование решены, вопросы пожарной сигнализации решены, видеонаблюдения решены. И потом сам процесс, я имею в виду эксплуатация самой библиотеки, будет удобно в том плане, что будет читальный зал.
Если за эти годы по инвестиционной программе были отремонтированы все кабинеты университета, библиотека и столовая, то спортивный зал остался не просто без капитального ремонта, спортзал вообще не вошел в инвестиционную программу. И, как утверждают представители АГУ, без помощи государства в этом вопросе не обойтись. Здесь надеются, что спортивный зал АГУ обязательно будет включен в программу восстановления. Кстати, при ремонте в АГУ учитывается комфортное передвижение для людей с ограниченными возможностями здоровья. Уже готов пандус, планируется запустить лифт. И этот факт, безусловно, достоин подражания. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Представительство Россотрудничества в Абхазии объявляет о начале отборочной кампании 2017-2018 учебного года на поступление в российские образовательные организации. В текущем году документы в бумажном виде не принимаются. Заполнение заявлений и подача документов производится посредством электронной формы сбора документов Russia Study. Срок окончания приема заявок 15 февраля. Инструкция размещена на официальном сайте представительства Россотрудничества в Абхазии. Все абитуриенты, претендующие на квоты, выделенные правительством Российской Федерации для Республики Абхазия, согласно постановлению Народного собрания Республики Абхазия от 5 февраля 2014 года, обязаны сдать экзамен по государственному абхазскому языку. Экзамен будет проходить в здании 4-й средней школы Сухума 7 февраля в 11 часов. Абитуриентам при себе необходимо иметь паспорт гражданина республики и справку из школы. Торгово-промышленная палата Абхазии впервые приняла участие в международной туристической выставке «Словакия Тур-2017» в Братиславе. Абхазскую делегацию возглавлял президент ТПП Геннадий Гагулия. Стенд нашей республики на выставке был украшен баннерами с красотами Абхазии и вызвал огромный интерес у посетителей, которые имели возможность ознакомиться с широким спектром алкогольной, пищевой, сувенирной продукции. Более того, был представлен каталог об Абхазии на английском и словацком языках. По словам представителей Торгово-промышленной палаты Абхазии, многие туристические фирмы интересовались потенциалом страны. Среди них есть и те, кто готовы организовывать туры в Абхазию. Можно сказать, что участие для Республики Абхазия и в том числе для делегации Торгово-промышленной палаты, которую возглавлял президент ТПП Геннадий Гагулия, состоялось феноменальным. Впервые за долгое время участия делегации из Абхазии на международных туристических выставках не было никаких препятствий в участии в подобных выставках. Можно сказать, что для Абхазии это очень большое событие, поскольку делегация представляла республику. Целью участия в данной выставке являлась прежде всего эта презентация Республики Абхазия, популяризация ее на международной арене в качестве независимого демократического государства, это прежде всего. И тот материал, который мы презентовали всем посетителям, которые посетили нашу выставку, это говорило еще раз о том, что Абхазия независимая страна, которая имеет право участвовать среди всех европейских стран, которые стали участницей данной выставки. Со 2 февраля занятия в дошкольных и школьных учреждениях проходят в обычном режиме. Ранее в связи с ухудшением погоды было принято решение приостановить на 3 дня занятия в школах и детских садах. Сегодня учебный процесс возобновлен во всех районах республики. Предприятие «Водоканал» сообщает, что в связи с ремонтными работами на насосной станции номер 2 3 февраля с 12 ночи до 6 часов вечера будет прекращена подача питьевой воды в центральной части Сухума, на Старом поселке, в Нагорной части города, в районах Маяка и Виема. Ну и в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 0 плюс 2, днем 6-8 тепла. Температура морской воды плюс 8. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.